Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в выпуске. Несколько деревьев упали в Сухуми из-за сильного ветра. Были повреждены линии электропередачи и троллейбусные линии. С 2014 года задолженность населения Абхазии за потребленную электроэнергию составляет более 5 миллиардов рублей. Прием заявок в рамках реализации программы развития сельского хозяйства, возможно, будет приостановлено, так как заявок, поданных в этом году, намного больше, чем бюджет программы. Несколько деревьев упали в Сухуми из-за сильного ветра. Были повреждены линии электропередачи и троллейбусные линии. Специалисты работали всю ночь, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Стихия нанесла ущерб и в районах республики. Лаура Капш расскажет подробности. Как и прогнозировали метеорологи, в ночь с 5 на 6 февраля погода резко ухудшилась. Шел ливневый дождь с сильными порывами ветра, в результате чего в парке имени Ефрема Эшба в центре Сухума упало дерево. Еще 3 дерева упали при подъеме в Агу. Одно при въезде в город на улице Эшба 191. С МЧС, коммунальными службами и другими подразделениями администрации города все это было оперативно расчищено. Значит, в настоящее время сейчас уже погода более-менее благоприятственно для того, что надеемся, что больше не повторится. Поэтому в данный момент все службы занимаются расчисткой территории и уборкой последствий. Больше всего пострадал микрорайон Синоп, где сильный ветер повалил 3 больших дерева, которые упали на трассу и перекрыли движение автотранспорта. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали и устранили последствия. Таким образом, движение было восстановлено. Упавшие деревья также повредили линии электропередачи и троллейбусные линии. С утра над ликвидацией последствий непогоды на месте работали коммунальные службы и сотрудники СУЭС. Они распилили деревья и убрали их с проезжей части. Также восстанавливают линии электропередачи. В результате того, что дерево оборвало, когда при упадении оборвало силовые провода, значит, вчера там они были обесточены, потому что, учитывая, что оборванные и оголенные, чтобы не создать неприятную ситуацию, для угрозы безопасности жителей и всех окружающих, они были, естественно, обесточены. Но, учитывая вчерашний сильный ливень, то есть ночью это не получалось устранять, потому что в такую погоду работать невозможно, поэтому сейчас под утро уже люди занимаются, восстанавливают все. А это какие районы? Это район Синопа. Только Синопа, да. И то там по резервной линии было подано напряжение, чтобы людей, девятиэтажки, которые там находятся, они были под напряжением, в смысле получали электроэнергию, а вот правая сторона со стороны моря, где коммерческие объекты, они были обесточены. В районе Синопа были повалены деревья, там повредились линии напряжением 0,4 киловольт, которые питают объекты, расположенные в районе Синопского пляжа. Также были повреждены кровли на 4 подстанциях. Частично, ветер сорвал покрытие, дождь залил подстанцию, и в связи с этим оборудование было отключено, но сейчас проводятся работы для того, чтобы подать напряжение. Также без света остался район улицы Бегуа. Там точно так же залило подстанцию. Специалисты с утра работали на местах, в течение дня подадут свет. Больших сложностей не принес нам ветер. К счастью, высоковольтные линии не повреждены. Единственное, что из-за возросших нагрузок у нас случаются аварии на линиях и на оборудовании, которые приводят к обесточению вне графика. К сожалению, пока мы не можем справиться со всеми оперативно, потому что у нас просто не хватает рук. Мы не всегда можем быстро выехать на все заявки. То есть наши ребята работают постоянно, непрерывно. В Очамчире сильным ветром снесло крышу многоквартирного дома, повалены деревья в некоторых селах, повреждены электрические провода. Несколько деревьев повалило и в Тхуарчале. К утру службы ЖКХ их убрали. Движение в городе не заблокировано. Также город остался без света из-за обрыва электропроводов. Аварию ликвидируют в ближайшее
ближайшее время. В Галском районе упало около 5 деревьев. Их убирают коммунальщики. Движение в городе не заблокировано. В Гудаутском районе несколько деревьев повалило на дороге в Лыхны. В Звандрипше снесло 3 небольших моста. Движение не заблокировано. Однако из-за обрыва проводов село осталось без света. Электричества нет и в селах Хуап, Джерхуа, Лыхны. Упавшие деревья повредили линии электропередачи и в Гулрыпском районе. Стихия затронула Дранду и Бабушару, поселок Агудзера. Без света из-за обрыва проводов осталась и часть Гагры. На месте работают городские службы и энергетики. Ухудшение погоды метеорологи прогнозировали до 7 февраля. Но уже в эти выходные, по словам специалистов, ожидается потепление. Лаура Капш, Алексей Гухава, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. В городе Гал из-за сильного ветра также упали несколько деревьев и были повреждены линии электропередачи. О работах по ликвидации последствий непогоды в репортаже наших коллег из Гал Медиа. В Гале коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Из-за сильного ветра обломились крупные ветви деревьев. А в некоторых местах, к примеру, в Центральном парке и возле детского сада, а также в других частях района, штормовой ветер повалил целые деревья. Из-за утреннего ветра особых повреждений в городе у нас ничего нету. Повреждения, повалились несколько деревьев. И рабочие коммунального отдела с утра уже с 8 часов работают. И это в основном центральный парк и квартирные дома, садик Свирель. Думаем, до вечера уберем все тут. Работники аварийно-спасательных и коммунальных служб города оперативно устраняют последствия сильного ветра не только в городе, но и в селах Галского района. Упавшие деревья уже распилили и убрали. Некоторые из них порвали линии электропередач и закрыли проезд автомобилям. На данный момент мы находимся около детского сада, где произошла авария. Дерево упало на линию электропередачи, повредило высоковольтные линии. Ведутся ремонтные работы для восстановления данной линии. Аварийно были выключены фидер номер 8 и фидер номер 1. Аварии зафиксированы в городе Гал, в селах Мзиур, Набакеви, Атабая. На данный момент оперативно-выездные бригады уже выезжают на место аварии и планируем устранить все эти проблемы в течение дня, если нам это удастся. Как отметил глава администрации Константин Пилия, в целом существенных повреждений стихия, к счастью, не принесла. Работы по ликвидации ее последствий ведутся в селах Батайгуара, Хаштах, Хяцха, Шашиквара, Таглан, где энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередач. Глава района дал поручение коммунальным службам оперативно заняться расчисткой улиц, а энергетикам в ближайшее время восстановить электроснабжение. Анжела Убилава, Тея Бесари, Борис Цацуа, Гал Медиа. Последствия непогоды сказались и на нескольких участках железнодорожных путей. Ночью 6 февраля сильный ветер повалил деревья на железную дорогу в районе Синопа, поселка Агудзера и села Кындах. В ликвидации последствий ремонтные бригады АЖД использовали спецтехнику и справились с ситуацией. Проблемы остаются на перегоне Гудаута-Звандрипш, там повреждена контактная сеть. Место повреждения уже установлено и специалисты приступят к ремонту. Остается риск подмыва железнодорожного полотна на перегоне Гагра-Цандрипш. Сотрудники АЖД ведут круглосуточный мониторинг ситуации. К другим новостям. Проблема собираемости платежей за потребленную электроэнергию – одна из главных в сфере энергетики. Если бы абсолютно все граждане республики добросовестно платили бы по счетам, то ситуация в энергетической сфере была бы намного лучше. С 2014 года задолженность населения Абхазии составляет более 5 миллиардов рублей. О собираемости платежей и о том, что делается, чтобы изменить ситуацию, в репортаже Гугуцы Вардания. Согласно данным Черноморэнерго, динамика собираемости за потребленную электроэнергию на протяжении десятилетий не превышала и 25%, в то время как для нормального функционирования энергетической компании необходимо хотя бы 60%, отмечают специалисты. С 2014 года задолженность населения Абхазии за потребленную электроэнергию составляет более 5 миллиардов рублей. На эти средства можно полностью отремонтировать все 42 трансформаторные подстанции республики, большинство из которых находится в неудовлетворительном состоянии, отмечают энергетики. Возьмем 110 на 10 подстанцию.
около 250 миллионов бюджетирования на одну подстанцию. Это практически полная реконструкция. Получается, у нас их всего 42 подстанции, то есть за 5 миллиардов все подстанции плюс линии можно было бы привести в надлежащее состояние техническое. Среди абонентов республики около 4,5 тысяч госпредприятий, ИП, ООО, а также 7,5 тысяч льготных плательщиков. Остальные – физические лица, с которыми возникают особые проблемы. Сама логика восприятия электроэнергии, она недопонимается. То есть ее воспринимают, электроэнергию воспринимают как налог. По сути, не по сути, но реально, что это продукт. То есть этот продукт необходимо произвести, передать, распределить, донести до конечного потребителя. В этом цикле очень большой объем технического процесса и необходимого объема персонала, который должен это все обслуживать. Чтобы улучшить ситуацию, в республике уже более 2 лет действует государственная программа установки приборов учета. На сегодняшний день установлено 23 тысячи счетчиков, при помощи которых работает автоматическая программа отключения абонентов при неуплате за потребленную электроэнергию. Это позволило в разы увеличить собираемость в разных населенных пунктах. Мы наблюдаем динамику собираемости в этих местах более 75%. В случае отключения, естественно, человек вынужден заплатить. Только таким методом получилось получить эффект. Но во всем этом мы наблюдаем, особенно в Ачимчирском районе, где идет установка, что очень много людей социально не готовы к оплате, то есть социально незащищенные слои, вот я уже много раз это говорил, необходимо принимать какое-то решение, определить какие-то критерии, по которым люди будут получать с нашей стороны или со стороны государства помощь в счет компенсации потребленной электроэнергии. Мы все-таки по анализу 2023 года наблюдаем снижение потребления на более 300 миллионов киловатт-часов. В 2024 году планируется установить еще 30 тысяч счетчиков за счет средств государственного бюджета. В программу по установке приборов вкладывается и Черноморэнерго. В прошлом году более 60 миллионов собственных средств Черноморэнерго затратили на установку приборов учета. То есть данная программа продолжается, и мы за свой счет уже в этом году приобрели именно коммерческих приборов учета, направлены на установку коммерческим лицам. Более 300 приборов учета, которые нам хватит то есть в этом месяце. И каждый месяц мы практически такие объемы приобретаем. То есть у нас цикл не останавливается, у нас сложности именно по физическим лицам, где требуются большие объемы средств для закупа, то есть нужного количества приборов учета. Сегодня оплатить счета за потребляемую электроэнергию можно, не выходя из дома, через приложение госуслуги в телефоне или через терминал. Однако по статистике в ту самую очередь, чтобы оплатить электричество, стоят, как говорится, люди той самой старой советской закалки. Гугут Савардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Аслан Бжания поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с днем рождения. Республика Абхазия и Республика Южная Осетия связаны глубокими историческими корнями, общими испытаниями на пути к независимости и суверенитету. Наши народы скрепляют взаимосвязи и поддержка, основанная на взаимном уважении и защите национальных интересов. В Абхазии высоко ценят сложившиеся отношения, убеждены в их дальнейшем развитии в духе дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, говорится в поздравлении президента Абхазии. Аслан Бжания пожелал Алану Гаглоеву крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых достижений в ответственной государственной деятельности.
Министерство сельского хозяйства, возможно, приостановит прием заявок в рамках реализации программы развития сельского хозяйства. Причина – заявок, поданных в этом году, намного больше, чем бюджет программы. В целом, сама программа, направленная на развитие сельского хозяйства, реализуется своевременно, для чего за минувшие 3 года из республиканского бюджета было выделено и освоено порядка 300 миллионов рублей. На заседании конкурсной комиссии по реализации программы развития сельского хозяйства на 2024 год подвели итоги прошлого года и обсудили план работы на нынешний. Все подробности у Асиды Малия. Целевая программа по развитию сельского хозяйства реализуется 4-й год. С 2021 по 2023 годы из республиканского бюджета было выделено по 100 миллионов рублей. Согласно закону о сельском хозяйстве, в эту сферу из собственных доходов республики должно направляться не менее 5%, что в год составило бы около 500 или 600 миллионов рублей. Однако с учетом отсутствия таких возможностей по запросу Минсельхоза финансирование все же удалось немного увеличить на 50 миллионов рублей. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, финансирование будет увеличиваться по мере роста бюджета. В этом году, как и в минувшие, направления программы остались теми же. Речь идет о животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции. проект дари يرتشوب يحزر بونا سبري بروجكت يلا خو يرتشد زنا نسار زحوك خير يزعن بي يخوي يفرع عن زيجار زحوك عريه شوب يخوي يفرع عن زيجار الله خرز تخورة شوب أبري حبروجكت وبري عن بي نسوس حب خيشتوب حرا نحمو يحزوج بجد عن بي فرح خير خونا بروجكت كو سكرتيري سدر رايون يشوختو بس بخزنا هاي الخ تخوب لحخرب ناس زخلص الخز زيجي يشقطوبش ناس عرض حلق نمخر بيبش يزكوز علاجي حبخ عوم سنبوم حقوبش بيش بس احترام. В рамках программы развития сельского хозяйства средства осваивались в 2 направлениях: приобретение химических препаратов и проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сельхозкультур, и непосредственно финансирование проектов. Их количество за минувший год составило 264. На приобретение химических препаратов и проведение мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями 10 миллионов рублей. На финансирование проектов по сельскохозяйственным направлениям, одобренных к реализации конкурсной комиссии, 90 миллионов рублей. В комиссию поступило 264 проекта на общую сумму 167,8 миллионов рублей. В ходе изучения проектов с выездом на место реализации проекта и их отбора конкурсной комиссией было одобрено 210 проектов на сумму 89,5 миллионов рублей. По словам Тываза Ачба, по направлению приобретения средств малой механизации 89 хозяйств обеспечили мини-тракторами и мотоблоками с навесным оборудованием, а также прицепными агрегатами. По направлению развития растениеводства одобрили 98 проектов на сумму 37 миллионов 500 тысяч рублей. По направлению развития производственной базы для переработки сельхозпродукции комиссия одобрила 13 проектов на сумму 12 миллионов 200 тысяч рублей. Таким образом, в республике появились новые производства виноводочных изделий, аджики, пункты приема цитрусовых и другие производства. Что касается направления развития животноводства, за 2023 год комиссия одобрила 39 проектов на сумму 13 миллионов 600 рублей. Вместе с тем министр сельского хозяйства обратился к членам комиссии с рекомендацией пересмотреть работу данного направления с учетом горького опыта. До сих пор у нас через наших представителей в Татарстане идет судебная тяжба. То есть им вменили оплатить в бюджет те недопоставки и оплатить некачественную поставку. Тут я скажу, что это вот первые наши проекты были, есть и наша вина, мы не проследили отгрузку, не смогли проследить в контракте ответственность за транспортировку, и в итоге мы не добились того результата, который мы хотели бы. Мы потом попробовали уже 2-3 год приобретать крупный рогатый скот здесь, в Абхазии, передавать заявителям. Но скажу честно, вот опыт показал, что, во-первых, ценовая политика немножко сложная. Когда государство приобретает определенное количество, они
видимо, исходит из этого. Но это не развитие, если покупать в одном селе уже зрелый скот, скажем, крупный рогатый скот, и передавать в другое село. Это просто развитие, скажем, одной семьи, но никак для развития сельского хозяйства. Если вот молодняк приобретали бы, скажем, вот у того, кто занимается животноводством, и он продает, и брать молодняк для участника проекта, и он его будет заниматься, это уже развитие. Также Беслан Джопуа предложил исключить покупку крупной птицы. По его мнению, целесообразнее приобретать цыплят в возрасте до 2 недель или же яйца птицы для проектов, предусматривающих наличие инкубаторов. Также министр внес предложение по рациональному распределению средств малой механизации. Мы не против того, чтобы все наше население было механизировано, начиная от тракторов, от мотоблоков, всего этого. Но, к сожалению, бюджет наш этого не может себе позволить, и мы должны найти, как рационально это использовать. То есть заявить или приобрести технику, особенно мини-трактора и мотоблоки, очень много, и зачастую не совсем для того, чтобы использовать для развития, для подсобного хозяйства, а просто оно хорошее дело в хозяйстве, конечно, мы ничего против не имеем, может он на мельницу поедет, там кукурузу повезет на трактор, но мы должны приобретать технику, мы считаем, что если мы помогаем создать хозяйство, или у него есть действительно хозяйство, где необходимость этой техники есть, это мы должны определять. То есть мы вот представляем мини-трактора мощностью до 24-25 лошадиных сил и навесного оборудования, к нему участникам программы, имеющим в пользовании обрабатываемую площадь от 1 и более гектаров. То есть, если у него 0,5-0,25, такой трактор нет необходимости, мотоблок даже может помочь. Вот из таких соображений этой рекомендации. Также министр рекомендовал не одобрять проекты по выращиванию грецкого ореха сорта Чандлер. По его словам, такой сорт плодоносит лишь 3 года, потому необходимо дождаться заключения НИИ сельского хозяйства. Кроме того, рекомендовано исключить финансирование проектов для выращивания технических и экзотических культур, а также не рассматривать проекты, в которых одного вида культур менее 100 корней. В ходе встречи обсуждали детали деятельности рабочих групп, количество которых в прошлом году составляло 8. По мнению членов комиссии, в этом году число рабочих групп необходимо увеличить. Дело в том, что некоторые районы по количеству заявлений в разы превосходят другие, от чего зависит нагрузка. Лидирует Ачимчирский район, затем идет Сухумский район, за ним Гудаутский и Гулрыбский. Жители Гагарского и Галского наименее активны. В работу группы входит множество задач. От выезда по адресу заявителя, проверки указанной в заявлении информации, до составления актов и других процедур. Что касается работы программы за 2024 год, по словам Тайваза Ачба, к реализации принято 419 проектов на общую сумму 211 миллионов 134 тысячи рублей. Наибольшее количество проектов представлено от Ачимчирского района. Их 209, наименьшие от Гагарского. Всего 6 проектов. По словам министра сельского хозяйства, в числе реализуемых в этом году проектов есть те, что одобрены в минувшие годы, которые по финансовым причинам удастся реализовать только сейчас. Потому Беслан Джопуа порекомендовал временно приостановить прием заявок в рамках программы. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Состоялась встреча актива нового Афона с главой Гудаутского района Раулем Лолуа. Обсуждались насущные проблемы, вопросы электроэнергетики, развития инфраструктуры города и многое другое. Встреча получилась конструктивной и результативной. Репортаж Рады Чичава. Открывая встречу в новом Афоне, глава Гудаутского района Рауль Лолуа отметил, что новый Афон – родной и важный для него город. Главными темами встречи, на которой также присутствовало руководство нового Афона и муниципальные депутаты, он обозначил улучшение качества жизни горожан, работу с инфраструктурой и многое другое. Я хотел бы с вами поговорить о таких важных, насущных вопросах, которые нас волнуют, и то, что нам необходимо сделать, чтобы улучшить и качество нашего города, и качество жизни наших людей, горожан. Хотел бы обозначить определенные шаги и действия, которые мы сейчас будем проводить, и, конечно же, которые должны коснуться города Новый Афон. Как отметил Лолу, одной из главных проблем, волнующих горожан, является проблема электроэнергии. Мы сейчас получаем переток Российской Федерации. В Российской Федерации мы оплачиваем за каждый киловатт-часов по 4 рубля. Сумма может быть больше. Вот, к сожалению,
собираемость в районе у нас очень низкая. Вы, наверное, знаете эту цифру. Здесь представитель руководства районной электросети. Мы тоже, наверное, послушаем по последней информации, что у нас происходит в районе. Я хочу вас проинформировать и попросить, что в ближайшее время мы смогли бы провести такую работу с главами сел в городе здесь. Если мы собираемость не увеличим и не выйдем выше 11%, которая сейчас у нас стабильно держится, ну, представляете, 11%, насколько низкая собираемость по всему району, это у нашего населения. Конечно, у предприятий и организаций процент выше, но он тоже оставляет желать лучшего. Поэтому я хотел бы вот сейчас буквально в пределах вот этого короткого срока подключиться к этой работе, подключиться всем. Мы ситуацию в этом плане должны начать хотя бы стараться ее изменять. Представитель филиала «Черноморэнерго» в Гудауте рассказал, что показатели собираемости в новом Афоне всегда были несколько выше, нежели средние данные по всему району. Однако имеющиеся результаты все еще неудовлетворительны. Он отметил, что для соответствия энергетики уровню инфраструктуры развивающегося города собираемость нужно поднимать. Рауль Лолуа подчеркнул, что необходима консолидированная работа, особенно учитывая активное развитие района. Я вижу, конечно, что наши города, и вы отметили это, что они застраиваются. Я помню, в детстве здесь совершенно другой был ландшафт, а сейчас он кардинально изменился. Да, была проведена линия вода, вот, там достатки и так далее. Работы проводятся, но это, конечно, недостаточно, потому что объемы очень большие, и строительство все равно будет продолжаться. Я хотел бы вот, проинформировать вас, как мы будем себя вести в плане распределения наших земель. Что касается земли, я считаю, что она должна быть задействована вот, и должна использоваться нашим населением только в рамках закона. Если у кого-то, у жителей, те, кто оформляют документы, подают документы на оформление земли для того, чтобы работать на этой земле, если есть задержка в администрации, если администрация затягивает или создает какие-то проблемы или препоны, я вас хочу попросить, телефон номер у вас у всех мой будет, лично мне звонить. Рауль Лолуа также отметил, что очень часто выявляются несанкционированные подключения и установка трансформаторов в частном секторе. Работа в этом плане, я уверен, что даст результаты, но вы же понимаете, видите, вот эти видеоролики, часто вы сталкиваетесь, каким образом они ухищряются и куда-то прячут в какие-то подвалы, в какие-то места такие, да, вот, и энергетикам тоже сложно выявить, но есть там своя методика вычисления, и эта работа будет продолжаться. Наша задача сократить потребление электроэнергии в Гудаутском районе. Сократить, иначе мы не вытянем. Глава нового Афона Тимур Отрба в свою очередь отметил, что по многим вопросам улучшения инфраструктуры города и сел района ведется работа. Буквально за предыдущий год, два, три село Анхуа в лице республики была оказана помощь. Это была не программа инвестиционная, это были средства нашего госбюджета. Село Анхуа, понятное дело, дорог очень много, где надо починить. Далеко не будем ходить. Дорога на монастырь, по дороге к школе тоже находится, к сожалению, не в лучшем состоянии. На этот счет уже касаемо именно дороги к монастырю, в первую очередь, да, с моей стороны, со стороны руководства района были обращения. В этом году обещали нам помочь. В завершении встречи Рауль Лолуа подчеркнул, что беседа с активом города получилась конструктивной и результативной. Открытый разговор, живой разговор, и те вопросы и проблемы, которые стоят здесь в городе, конечно, не все, но основные, ключевые, были подняты. Для меня сейчас необходимо понять это, и мы фиксируем все то, что прям срочно необходимо решать. По словам главы Гудаутского района, подобные встречи будут проводиться и дальше. Рада Чачава, Энвер Арджения, Адам Арджения, Абхазское телевидение.
И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 7 февраля на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями ночью и до полудня дождь, местами возможен дождь со снегом. В горах и предгорных районах снег. Температура воздуха ночью 1,6, днем 3,8 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.